Здравствуйте, вы смотрите программу «Молдова. Европейский Союз» на информационном портале LAF.MD. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях и активно комментируйте наш контент. На днях в Камрате Народное собрание Гагаузии провело в один день сразу два заседания. На одном сформировали Центральную избирательную комиссию Гагаузии, а не Центральный избирательный совет, как того требует избирательный кодекс Республики Молдова, и вновь назначили дату проведения выборов депутатов Народного собрания Гагаузии на 21 июня 2026 года. Вопросов после этого решения стало не меньше, а наоборот стало больше, потому что депутаты вновь нарушили процедуру по формированию Центральной избирательной комиссии. Поэтому сейчас мы все будем ждать, какая реакция последует от Центральной избирательной комиссии страны. На этой неделе также есть хорошие новости для Молдовы, так как открыты все главы по переговорам о вступлении нашей страны в Европейский Союз. Об этом и другом мы сегодня поговорим с нашими постоянными гостями, политическими аналитиками Алексеем Тулбери и Виктором Чабану. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Рада видеть вас у нас в студии. Но давайте все-таки начнем с Гагаузии. Может быть, даже эта тема не совсем ваша, скажем, но думаю, что интересно в любом случае, потому что в том числе от политических событий в Гагаузии зависит какая-то политическая ситуация и в стране. Может быть, не кардинально, но все-таки определенная взаимосвязь есть. Вновь была назначена дата выборов 21 числа, и, как я и сказал в начале программы, депутаты все-таки не соблюли даже процедурные вопросы по назначению избирательного органа Гагаузии. Как вы думаете, как будет развиваться эти события, и вообще, по вашему мнению, есть ли шанс, что дата 21 июня не последует туда же, куда последовала дата 22 марта? Марта, совершенно верно. Это практически воспроизводство предыдущей ситуации, когда предыдущая дата была опротестована на том основании, что не была соблюдена процедура и там было указано совершенно четко, была опротестована, отменена эта дата, Центральный избирательный совет. Ну вот это как раз вот этот терминологический, филологический вопрос стал камнем преткновения на этом заседании, и насколько я понял из того, что мне удалось прочесть, по этому вопросу не было принято никакого решения, то есть рассматривались вот эти Центральная избирательная комиссия, Центральный избирательный совет. Кто-то там даже объяснял, что в определенных случаях должно быть так, в других так. В общем, там была такая довольно обширная дискуссия по этому поводу, но решение при голосовании большинство воздержалось, и решение не было принято. И сейчас мы фактически находимся в той ситуации, когда воспроизводим предыдущую ситуацию. Назначена дата. Дата сама по себе имеет достаточно второстепенное значение, поскольку не устранены те претензии, которые были предъявлены Кишиневым центром по предыдущему решению с назначением даты и избранием, опять же, номинального состава в Центральную избирательную комиссию или совет. В общем, депутаты решили, что Кишинев не должен указывать название и так далее, но с другой стороны, я не понимаю того ожесточения, с которым борются за вот это одно слово, которое присутствует, поскольку, на мой взгляд, наблюдателя со стороны гораздо важнее те функции, которые будет избирательный орган выполнять, то есть организовывать проведение выборов и так далее, чем вот это название. И по этому поводу есть, в общем-то, комментарий заместителя Центральной избирательной комиссии господина Постика. Он сказал, фактически есть три сценария, которые возможны в данной тупиковой ситуации, а она тупиковая. Здесь уже совершенно очевидно. Либо Народное собрание принимает некий административный акт и устраняет вот эти противоречия между избирательным кодексом и
избирательным законодательством автономии, то есть называя Центральным избирательным советом, значит, второй вариант – это Центральная избирательная комиссия берет на себя основную функцию по разрешению этого кризиса. И третий, который господин Постика назвал крайним вариантом, это парламент Республики Молдова берет на себя устранение противоречий в законодательстве между автономией и центром для того, чтобы выйти из создавшегося тупика. Ну вот, так сказать, Народному собранию в очередной раз предложили 3 варианта, 2 из которых решает Кишинев. А первый вариант, который был предложен, и это естественно, господином Постико, это Народное собрание берет на себя ответственность, устраняет вот это противоречие, принимает некий регламентирующий там акт административный, и тогда вопрос оказывается решенным. Тогда все остальные автоматически как бы начинают воплощаться в жизнь. Это и состав избирательной комиссии, и дата выборов, и все остальное. Но сейчас вот у меня вопрос возникает, а чего заседали тогда? Вот в чем был смысл вот этого заседания, чтобы принять дату и не принять вообще ничего всего остального? То есть вы сохраняете ту же самую тупиковую ситуацию, которая не имеет решения на данный вопрос. И вполне закономерен ваш риторический вопрос, а не уйдет ли дата 21 июня ровно туда, куда ушла и предыдущая дата. То есть раз не устранены, мне придется процитировать сейчас кремлевскую пропаганду, не устранены первопричины кризиса, то, соответственно, значит, все остальное, оно носит какой-то, я не знаю, символический, декоративный характер. Алексей, там, когда обсуждали дату выборов, было много высказываний, в том числе, предлагалась дата на сентябрь, звучали даже, что 21 июня не очень хорошая дата, потому что она в преддверии 22 июня накануне, да, то есть не очень подходящий момент. Но как бы это так немного отвлечение. Если говорить вот о решении, которое принято Народное собрание, потому что до этого практически где-то месяц депутаты ездили, встречались, и вроде были какие-то предпосылки к тому, что есть диалог. Встречались в том числе и с руководством Центральной избирательной комиссии, в парламенте. Ну и, в общем-то, как бы создавалось впечатление, что вот может быть принято какое-то конструктивное решение. Но как показало заседание, то есть как бы планов на это не было. И вот вы как люди, которые наблюдаете за ситуацией со стороны, потому что здесь мы видим как-то по-другому картину. Почему, на ваш взгляд, произошли такие вещи? И зачем нужен был вообще имитировать диалог, если вы не готовы были как минимум пойти на какие-то шаги уступок или прийти к какому-то консенсусу? Мне кажется, что люди, принимающие решения в Народном собрании, в том числе и вчерашнее решение, не самостоятельной политики. То есть они находятся под чьим-то влиянием. Цели вот этих людей, которые стоят за Народным собранием, не касаются улучшения жизни или решения проблем Гагаузии, касаются других вещей, например, продолжение противостояния с Кишиневым, раскачка ситуации, усиление напряженности и так далее. Я последовательно выступал за диалог между Кишиневым и Гагаузией и Камратом, и сегодня считаю, что только через диалог, через взаимные уступки, через компромиссы можно находить решения для всех проблем, которые существуют. Вот эти поездки в Кишинев гагаузских депутатов, они очень хорошая инициатива была. Вот это и есть начало или попытки этого диалога, поскольку эта платформа межпарламентская не работает, и она не была восстановлена до конца. Мне кажется, Кишинев уже приняли решение. Есть даже создания. Представители со стороны парламента, есть со стороны парламента. Я об этом и говорю, что это решение есть со стороны Кишинева есть люди, нет людей со стороны. И вчера об этом шла речь, что вот
нам надо создать. Я думал, что там люди будут записываться в эту группу, и они будут утверждать эту группу. Пожалуйста, встречайтесь в Камрате, встречайтесь в Кишиневе и так далее. Решение-то есть, но толку от того, что решение еще в 2015 году было принято. Но вот. Это единственный путь. Единственный путь. Тот факт, что они поехали в Кишинев, какие-то разговоры вели, о чем-то договаривались, а в конце концов тоже поступили, с моей точки зрения, очень нелогично, говорит о том, что эти люди под определенным влиянием, они не действуют самостоятельно. Я просто несколько ремарк еще, потому что Виктор довольно полно осветил ситуацию и позицию. Почему... Вот сейчас мы слышим комментарии от депутатов Народного собрания. 30 лет мы проводили выбор, никто нас не трогал, никто не вмешивался вдруг. Что-то вдруг, вот вдруг. Вот не вдруг. Во-первых, есть несколько факторов. Первый фактор то, что изменился избирательный кодекс. Изменился таким образом, что надо приводить в соответствие и местное законодательство, и региональное законодательство, не затрагивая никаких основ автономии, фундаментальных каких-то вещей. Речь, вот Виктор это называет филологическими упражнениями. Ну вот, в общем, об этом речь. Но еще более главная и более важная причина того, что сейчас Кишинев хочет принимать более активное участие в организации выборов, это то, что произошло в 2023 году. Значит, тут в Гагаузии были выборы Башкана. Выборы, которые сложно назвать выборами, потому что все видели, как нарушается законодательство, как нарушаются, значит, процедуры, открытая коррупция и так далее. Побеждает человек никому неизвестный. Ни политик, ни публичный человек. Это практически невозможно, функционирующая демократия. В нормальных выборах это... Я говорю со всей ответственностью, невозможно. То, что политика – это публичная деятельность, ты завоевываешь симпатии избирателей, представляешь программу и так далее. Нельзя взять просто с улицы кого-то и сделать его лидером в чем-либо, тем более лидером региона, лидером народа в целом. Поэтому мы с полным основанием можем заявить о том, что это были не выборы, а спецоперация Шора на его деньги по проталкиванию вот Евгения Гуцул на пост Башкана. И тогда и политики в Гагаузии, и политики в Кишиневе поняли, что ЦИК Гагаузии, да, или избирательный орган Гагаузии, политический класс Гагаузии, включая Народное собрание и так далее, не в состоянии организовывать выборы таким образом, чтобы эти выборы соответствовали элементарным нормам и стандартам, которые мы должны соблюдать. Почему должны соблюдать? Потому что мы с 1995 года, я имею в виду страна в целом, члены Совета Европы, и мы подписались под определенным рядом обязательств, в том числе в том, что касается организации проведения выборов. Гагаузия часть Молдовы, не может в Гагаузии другие стандарты существовать, чем в целом по стране. Поэтому любые выборы, проводятся они по стране в целом или проводятся они только в регионе, должны соответствовать определенным стандартам. Это должно быть открытое соревнование, пресса должна работать, должна быть исключена электоральная коррупция и так далее. Вот этого всего нет. Поэтому Кишинев предлагает, давайте мы сделаем что-то вместе, сделаем так, чтобы гагаузы после голосования не хватали за голову и говорили: Господи, что случилось? Какая Гуцул, тот человек. А были уверены, что избранные люди, будь это выборы в Народное собрание, будь это выборы Башкана, соответствуют волеизъявлению избирателей, а не воле, например, Илона Шора и его группировки. Вот в чем проблема. И когда нынешние члены Народного собрания сопротивляются этим предложениям, пытаются под все это подвести какую-то злую волю Кишинева, который действует, хочет лишить нас автономии. Я вот вчера слушал заявление Кисеев, есть такой, он юрист, да, адвокат, да, он член этой группы 111, он заявил, что на самом деле Кишинев, я буквально говорю, цитирую, мстит нам
Вот то, что делает Кишинев, он мстит нам за то, что мы по-другому голосуем. Нет, Кишинев не руководствуется соображением мести. Кишинев хочет, чтобы тут были выборы. А уж как вы голосуете, это ваша проблема. Кишинев должен активнее политически участвовать здесь, но это другой вопрос. Кишинев хочет создать базовые предпосылки для того, чтобы тут соблюдались демократические процедуры. Все. А уж каковы результаты, будут избраны, значит, социалисты, коммунисты, проевропейцы, антиевропейцы и так далее, это другой вопрос. Это другие процессы тут должны происходить, чтобы менялась модель голосования или политическое поведение электората. Поэтому, я повторю, я не понимаю логики этих людей. Давайте говорить с Кишиневым, потому что все проблемы, в том числе проблемы организации выборов, решаются через диалог. Создадим базовые условия для выборов, проведем выборы, получим тех, за которые гагаузы проголосуют, не другие. Народное собрание, потом изберем Башкана и будем продолжать работать. Но, значит, желания этого нет. И в конце концов, вот самое обидное то, что в конце концов все закончится тем, что все равно Кишинев будет принимать какие-то административные решения. И эти решения еще больше не понравятся нынешнему составу Народного собрания, но эти решения будут претворены в жизнь. То есть на определенном этапе надо уже остановиться и идти до диалога, и сопротивляться до того момента, пока тебя просто, значит, сместят из процесса принятия решений и примут решение за тебя. Но если они такую задачу перед собой ставят, ну вот они успешно к этой цели движутся. Ну, маленькая ремарка, потому что депутаты Народного собрания все время приводят, например, там Южный Тироль, Аландские острова, хотя в Южном Тироле выборы в автономии организует Министерство внутренних дел Италии, а не автономия организует выборы на своей территории. Ну, в общем, они как бы берут какие-то другие примеры, но нет, не берут то, что... Примеров масса, и можно приводить примеры в пользу любой позиции, но тут есть одна фундаментальная вещь. Извините, что я вас перебил. Значит, есть то, что относится к федеральному уровню принятия решений. Я говорю к центральному, да, вот обычно. Это вопросы демократии, вопросы выборов обороны, таможня, там, армия и так далее. И вопрос организации выборов – это вопрос федерального уровня, вопрос центральной власти, вопрос стандартов, вопрос наших международных обязательств. Не может Гагаузия, нет аргументов у Камратов тут, говорит, что нет, мы будем по-нашему выборы организовывать. Вы что? Ну, не... по-вашему мы видели. По-вашему мы уже, во-первых, видели. Ну, хорошо, и у нас тоже там были вопросы, но проблема не то, что по-вашему. По-вашему, по-нашему мы должны организовывать выборы в соответствии с демократическими требованиями. Вот и все. Это умеет делать ЦИК кишиневский. Молдову, значит, критиковали за многое, но за организацию выборов меньше всего нас называют электоральной демократией. То есть мы тут впереди не планеты всей, но планеты по названию постсоветское пространство. То есть мы тут хороши. И опять же, я повторяю, я не знаю, кажусь я искренним или нет, но я честно вам скажу, я не вижу объяснения, не могу найти объяснение поведению вот вчерашнего, в частности, депутатов, и предполагаю, что там другие цели, чем организация нормальных выборов. Другие цели. В тот же день прошло и второе заседание, уже предполагалось, что оно будет более массовым и широким, уже в Доме культуры, а не в здании, в зале заседаний Народного собрания. И вопрос ставился в повестке 1, это обращение Министерства юстиции в Конституционный суд на предмет конституционного ряда положений закона об особо правовом статусе, который был принят парламентом в 1994 году. И там было много заявлений, и очень много политиков из Кишинева приехали, поддержать или попиариться вокруг этого вопроса. Здесь как бы пусть на их совести остается как бы цель их визита. Но мы наблюдали там представителей нашей партии, господина Дадона, Ирина Влах, которая в последнее время не очень проявляла даже интерес к проблемам региона, потому что была занята более масштабными для нее идеями. И там было много заявлений, я уверен, что некоторые вы, наверное, успели послушать.
И, в общем-то, там тоже была своеобразная риторика, и, в общем-то, мало было каких-то конструктивных заявлений на решение каких-то проблем между Камратом и Кишиневым. Вот вы бы как оценили это мероприятие? Потому что я так понимаю, что это была попытка, ну, как-то завуалированно провести так называемый съезд там, депутатов всех уровней. Эта идея как бы в Гагаузии не нова, и когда политическая элита автономии считает какая-то, что есть угроза, обычно всегда достается карта из рукава, это съезд депутатов всех уровней. Виктор, вот ваша оценка. Слава богу, что они не приняли решение депутаты всех обратиться, чтобы он, организовать выборы. Кстати, это хорошее замечание. Если раньше было строго Путин, то сейчас у нас Трамп в той же обойме вот тех, кого вы назвали, условно можно классифицировать как суверенистов. Вот, Дадон же даже в свое время говорил, что он переименует партию в суверенистскую. Но на самом деле я думаю, что здесь совершенно прозрачно просматриваются электоральные цели вот этих фигурантов, которые присутствовали. Они пришли засветиться в регионе, поскольку, ну вот, как бы дата уже назначена, да, будут выборы в Народное собрание. Вроде бы в явном виде Шор уже не присутствует в Молдове в целом и в Гагаузии в частности, поэтому, в общем-то, площадка освободилась, и тот, кто будет более энергичным, более там, кто раньше встал, того и тапки, значит, вот Дадон, Ирина Влах и все остальные, Рената Усатый, они претендуют на участие в выборах в Гагаузском регионе. Это, на мой взгляд, абсолютно очевидно. Поэтому, естественно, что к риторике их мы уже достаточно привыкли. Это не важно какая-то, во-первых, оголтелая критика действующей власти. Ну, еще раз, я не против критики, действующую власть надо критиковать, причем любую власть и всегда надо критиковать, но не в том стиле, в котором делают это наши суверенисты. Майя Санду милитаризирует Молдову, нас втягивают там в НАТО или еще что-то и так далее, и так далее. Это в общем-то, не соответствует действительности. Но такая риторика призвана, в общем, решать, опять же, электоральные цели. Это должно будоражить умы и мобилизовать какой-то собственный электорат. То есть это, грубо говоря, вот такие маркеры свой-чужой, значит, НАТО, война, Румыния в Гагаузии, это вообще беспроигрышная тема, причем она сквозная на всех остальных выборах. Вот если не мы, тогда вот румыны уже переходят границу, и мы помним прекрасно Марину Таубер, которая там обнаруживала даже под Кишиневом склад с гробами для румынской армии, которая должна наступать и так далее. В общем, ну, это даже не смешно, но вопрос в том, что каждый раз вот эта ситуация воспроизводится, и каждый раз определенное количество людей опять ведутся за вот этими, в общем-то, громогласными заявлениями, под которыми, в общем-то, нет никакой фактологической базы. И я не против того, чтобы приезжали политики, в том числе суверенисты. Более того, я за то, чтобы на такие собрания приезжали представители ПАС или там других партий какой-то проевропейской направленности, которые бы тоже проводили свои собрания в Гагаузии и пытались довести свои точки зрения до избирателей
Вот тогда это было бы то, о чем говорил вот Алексей до сих пор. Это было бы прозрачная, честная конкуренция, борьба идей, борьба позиций, борьба программ за умы и голоса избирателей. Алексей, на этой неделе еще есть важные новости. Это то, что для Молдовы открыли уже все главы переговоров с Европейским Союзом. Ну, не будем даже так быть скромными, это большой шаг к тому внешнеполитическому курсу, который есть у нашей страны последние годы. И, в общем-то, наверное, и хорошие новости. И здесь получается, что Гагаузия своим тактическим поведением внутренней политики в автономии, в общем-то, исключена из процесса переговоров. Хотя, для Гагаузии было бы вполне уместно решать свои вопросы, в том числе во время переговоров с Европейским Союзом, в том числе и по реализации различных проектов. Но наши политики заняты другим. На ваш взгляд, потому что было очень много вопросов к некоторым главам, в частности, 24-е, это касалось основных проблем, которые обозначались Европейским Союзом, это сфера юстиции, правосудия. 23-й, не важно, 24-й, 3-й, да. И, в общем-то, стоит ли рассматривать этот сигнал с Брюсселя, что в Молдове стало немного лучше по всем направлениям? Послушайте, это самый главный вопрос. Вот вы прям не брови в глаз. Мы все же живем в Молдове, живем в стране, видим реально, что происходит. Есть вопрос по реформе юстиции, по прокуратуре, Тем не менее, и то, что происходит в Молдове, видите, наши партнеры, то есть там люди не живут в изоляции или в концлагере, видят, что происходит. Тем не менее, оценивается все-таки стремление и открытость Кишинева, попытки вести себя несколько по-другому, чем мы вели себя предыдущие десятилетия. Да, не очень получается, но вот этот ветинг худо-бедно идет вперед. Да, были проблемы с назначением председателя этой комиссии по ветингу прокуроров, господина фон Хебеля. И я насколько понимаю, что это вызвало недовольство и у всей оппозиции, и у гражданского общества, и у экспертного сообщества. Я думаю, что в Европе, не приветствуют такие волюнтаристские изменения законодательства, когда тебе надо. То есть ты не можешь под себя законы менять, когда тебя закон не устраивает. Тем не менее, вот эти проблемы, с которыми мы сталкиваемся, темпы реформы, трансформации и так далее, они компенсируются другими вещами. То есть мы меняем законодательство, мы пытаемся в определенных областях все-таки менять и практики правоприменения. То есть принял закон, пытаешься его внедрить, чтобы он уже по-другому работал в той или иной сфере. Вот в частности, пытаются сейчас проводить трансформации в сфере экологии. Сейчас это становится, по-моему, приоритетом чуть ли номер один. Вот в контексте происходящего на Днестре мы видим, каковы другие реальные угрозы безопасности страны. Что-то делается в образовании, какие-то меняются учебные программы, меняется, отношение к проблеме загрузки учителей, потому что они там бюрократией много занимаются. Что-то делается в медицине. То есть эти трансформации носят такой постепенный, но накопительный характер. То есть в какой-то момент мы эти изменения почувствуем все. Плюс ко всему у нас прекрасная, вот я вчера хвалил, и сейчас еще раз повторю, у нас, по-моему, очень хороший главный переговорщик. Это Кристина Герасимова, ее команда, бюро по европейской интеграции, которой она реагирует. И она проводит такую координационную работу внутри правительства, вообще на уровне центральных местных органов публичной власти по выполнению наших обязательств перед Европейским Союзом. Наших обязательств не те, которые Евросоюз нам навязывает, которые мы взяли на себя. Вступление в Евросоюз происходит не так, как мы вступили, например, в Советский Союз.
В Советский Союз приехали, значит, советские танки, и мы вступили в Советский Союз. В Евросоюз мы по-другому вступаем. Мы подали заявку, тебе сказали, хорошо, вы хотите жить как мы, вот, пожалуйста, чтобы жить как мы, вы должны то-то, то-то сделать. Есть копенгагенские критерии. Так вот, Кристина Герасимов, по-моему, очень подходящий человек для этой работы. Ее принимают в Брюсселе, в других канцеляриях европейских, ее уважают и любят даже. Мы видим, как она справляется со своими задачами. То есть в этом смысле, повторяю, усилия Молдовы по сближению с Европейским Союзом перевешивают все те недостатки, иногда очень много недостатков, с которыми мы сталкиваемся в процессе реформ. То есть у нас такой некий баланс постоянно существует. Мы не идеальны в том, что мы делаем в этом процессе евроинтеграции. Тем не менее, вот Брюссель говорит, мы на первом месте, мы лучшие сегодня из стран-кандидатов. Это может кого-то раздражать. Вспоминается история, предыдущая история успеха с Молдовой на пути европейской интеграции, чтобы мы как-то не... История успеха, она так называлась, да, я помню, наш коллега Игорь Бацан сказал, Молдова, история успеха, все закончилось захваченным государством и так далее. Слушайте, значит, какова конъюнктура, какова ситуация сегодня? Ситуация сегодня такова, что мы находимся почти в зоне боевых действий. Сегодня изменяется международная система безопасности. Сегодня Евросоюз ведет себя, как они говорят, мы пересматриваем критерии приема стран для военного времени. У нас были определенные критерии для мирного времени, сейчас для военного времени. Молдова становится фактором укрепления безопасности Евросоюза, ну, соответственно, собственной безопасности. Поэтому то, что в отношении нас открыты переговоры по всем направлениям, кластеры они называются, такие группы вопросов, собранные в группы, 6 кластеров, 33 главы. Это очень хороший сигнал. Я вижу, так сказать, такой легкий скепсис в ваших глазах, и сам скептически немножко отношусь, и принимаю раздражение тех, которые говорят, слушайте, вы говорите о евроинтеграции, мы не чувствуем это в карманах, мы не чувствуем в нашей жизни. Я, значит, один из тех, которые считаю, что Молдове будет лучше внутри Европейского Союза, чем вне его. Я считаю, что внутри Европейского Союза мы будем решать проблемы реформ легче, чем мы их решаем сегодня. Я считаю, что внутри Европейского Союза мы будем в более безопасном положении, чем мы сегодня находимся. И в Европейском Союзе мы сможем собственной власти более открыто и смело говорить в лицо то, что нам, потому что там существуют определенные правила, там мы будем более защищены. Я имею в виду гражданское общество, общество в целом и так далее. И поэтому я придерживаюсь той идеи, что несмотря на все трудности, мы должны сделать все и вступить в Европейский Союз, потому что это главная предпосылка того, что рано, поздно, легко, тяжело, но Молдова будет двигаться по пути модернизации. Если мы останемся вне, постоянно апеллируя к проблемам, постоянно говоря о том, что мы не готовы, что нельзя нас принимать, что надо возвращаться, так сказать, еще куда-то в прошлое, налаживать стратегические отношения. Вот нас постоянно Игорь Николаевич Дадон посылает в Москву, подписывает договор по поставкам газа. Там и так далее. Значит, ничего с нами хорошего не случится. Просто мы будем прозябать еще десятилетия, может быть, столетия, я не знаю. Поэтому, да, проблемы есть, но есть и прогресс. И мы должны все-таки позитивно на это смотреть. Быть оптимистами, учитывать, что мы движемся вперед, и есть открытость Евросоюза для нас. Будет еще такое окно возможностей в ближайшие десятилетия? Я не могу ответить. Сегодня это окно есть, и мы должны, значит, воспользоваться этим шансом.
Виктор, вот по вашему мнению, приднестровский вопрос, да, потому что мы его не можем отделить от вопроса европейской интеграции по ряду причин, но, по-моему, на прошлой неделе в публичном пространстве появилась информация, что есть некий документ или план о том, чтобы Приднестровье, в общем-то, было отдано под администрирование или управление Европейскому Союзу до разрешения каких-то вопросов, связанных с интеграцией. Как бы достоверность или недостоверность документа не опровергали, но и не подтверждали. В общем-то, он неактивно участвовал в таких-то публичных дискуссиях. Да. Но насколько сегодня вот вопрос Приднестровья, который он есть, позволит, может быть, даже ускорить вопрос евроинтеграции. Потому что, да, есть некоторые примеры, там Кипр, когда как бы специальный статус был, но у нас как бы есть и своя ситуация, и в том числе есть войска Российской Федерации, которые находятся на территории Приднестровья. Я и ранее, и сейчас по-прежнему выступаю за то, что без Приднестровья нельзя интегрироваться в Европейский Союз. Я считаю, что это задача, которую должны решить именно молдавские власти, и, в общем-то, у власти есть достаточно рычагов для того, чтобы ускорить этот процесс, чтобы направить его в какой-то позитивный вот этот тренд, и уже была видна некая динамика разрешения приднестровского конфликта. Тот план, о котором вы говорили, но опять еще раз уточним, что это неофициальный документ, но тем не менее он был представлен в Брюсселе для, не знаю, для внешнего, по крайней мере из того, что писала пресса, для внешней оценки. Небольшой, в общем-то, это тоже даже назвать планом нельзя, но как бы такие предложения, да, основным из которых там то, что привлекло внимание особенно прессы, это то, что Приднестровье, в общем-то, отдается в администрацию партнерам, раз представлено было в Брюсселе, и только по окончанию некоего переходного периода уже власти Молдовы непосредственно начинают входить в эти права после определенного переходного периода. На мой взгляд, это не вполне или не совсем элегантное признание молдавских властей о том, что они, в общем-то, плохо себе представляют, что надо делать с Приднестровьем, что у нас нет никакого плана конкретного, дорожной карты разрешения этого конфликта, и мы, в общем-то, субъективно понимаем, что разрешить этот конфликт сами мы не можем. И вот это все было собрано вот в тот самый план, отдано, так сказать, для прочтения в Брюсселе о том, что, сказать, ну, ребята, вот мы без вас никак не можем, давайте как-то, мы вам уже предложили, возьмите вы как-нибудь, администрируйте это Приднестровье, значит, ну, я себе представил, в общем-то, реакцию брюссельских визави на такое предложение, значит, собственно, а чего хотят молдавские власти от Брюсселя? Должна быть сформированная некая временная администрация. Как это все выглядит? В общем, я уже сказал, мое ощущение — это признание того, в общем-то, несостоятельности наших усилий по формулированию собственного плана и после формулирования собственного плана проведения определенных действий для разрешения этого конфликта. Это признание нашей несостоятельности в разрешении Приднестровского конфликта. Алексей, вы вот как думаете, возможно ли будут какие-то вопросы или ускорение процесса европейской интеграции, пока вот такая ситуация с Приднестровьем? Потому что
как я и отмечал, что там есть войска иностранного государства, которое сегодня является агрессором в отношении Украины. И то есть, если Молдова ускорится по процессу евроинтеграции, то возможно, что европейская граница уже будет с Украиной, а там на сегодняшний день идет война. То есть это вообще меняет какие-то процессы, хотя мы не столь большая страна, чтобы быть буфером, потому что там 150-200 километров от одной границы до границы Евросоюза. Но в любом случае, сегодня нет общей границы, по сути, у Союза с Приднестровьем, где находится небольшая группировка, но российских войск. Я разделяю эту позицию, что Молдова было бы замечательно, было бы идеально, если Молдова войдет в Евросоюз уже воссоединенным государством, реинтегрированным государством, вместе с Приднестровьем. Хотя, и допускаю ту ситуацию, когда нам не удастся за оставшиеся несколько лет, сколько это будет, 2 года, 3, 4 года до полного вступления, полностью реинтегрировать регион. Однако я допускаю то, что по мере приближения вот этой даты будут формулироваться какие-то идеи, рекомендации, предложения Тирасполю со стороны Кишинева, совместно со стороны Брюсселя и Кишинева, как это случилось, например, по поставкам газа. До сих пор есть это предложение по поставкам газа. И я допускаю определенную динамику, другую, в разрешении этого конфликта. Я не думаю, что неразрешенность этой проблемы просто поставит крест на нашей европейской интеграции. Мы же понимаем, что Приднестровье, существование этого анклава, этого сепаратистского режима, это план России. Изначально был, и на протяжении этих 30 лет, и сегодня Россия там присутствует. И как раз Приднестровье, как и Донбасс для Украины, как и эти регионы, Абхазия, Южная Осетия для Грузии, как прочие другие, это были такие якоря, которые должны были держать эти страны в орбите влияния Российской Федерации. И это понимают прекрасно и на Западе. Поэтому я думаю, что, отвечая на ваш вопрос, думаю, что мы будем продолжать наш процесс европейской интеграции, при этом посмотрим, каким образом будет изменяться ситуация в Приднестровье. Многое зависит от того, как закончится война, от исхода войны в Украине. Много факторов, сложно предсказать сегодня. Но я еще раз повторяю, моя позиция заключается в том, что Приднестровье, неразрешенность этой проблемы не должна останавливать Молдову на ее пути вступления в Европейский Союз. Те новости, которые пришли к нам на этой неделе из Брюсселя, в том числе о чем мы говорили, и в том числе пакет помощи, который Евросоюз опять утвердил и предлагает для Молдовы. Если завершая нашу программу сегодня, достаточно лаконично о том, есть ли шансы на то, прямой вопрос, для того, чтобы ускорить процесс, потому что назывались разные даты, да, то есть 28-й, 29-й год, потом 30-й, то есть эти новости, они для нас оптимистичны, или нужно все-таки быть более осторожными в ожиданиях? Новости оптимистичны, они еще раз подтверждают, что в Брюсселе оценивают наше устремление к Евросоюзу, в том числе финансовая помощь приходит на фоне или в антитезе с тоже недавним буквально заявлением Марии Захаровой о том, что Молдову затягивают дутыми обещаниями в Евросоюз, и она раза 3 на брифинге повторила, что на самом деле Евросоюз никакой финансовой экономической помощи Молдове не оказывает. 200 миллионов пришли, 300 еще до этого были, а всего это пакет на почти 2 миллиарда. Это все есть. То есть со стороны финансовой и экономической помощи.
Параллельно с этим Европейский парламент разработал резолюцию, в которой предлагает открыть уже политически, не технические переговоры, а вот эти политические, принять вот это решение по всем кластерам, не дожидаясь Украины, и это решение будет вынесено на сессию в июне или в июле. Летом в Европейском парламенте не суть важно. Так вот, в этой резолюции прямым текстом прописано, что Республика Молдова, правительство Республики Молдова заявило о том, что к началу 2028 года она завершает переговоры и к 2030 году собирается стать полноценным членом Европейского Союза. То есть объявленные ранее сроки сохраняются, в том числе и вот в этой резолюции, которая подготовлена Европарламентом. Я уверен, что где-то на высоком уровне, так сказать, в Брюсселях решение по нам уже принято, и мы будем в соответствии с графиком продвигаться к 28-му, а потом к 30-му году. У вас какие... Понимаете, вот эти даты, я слышу много дискуссий. 28-й, 29-й, вот нам обещали, потом обманули. Да. Там ведь и есть определенный этап. Если в 28 году мы заканчиваем переговоры, мы подписываем договор о вступлении. Является это вступлением? Нет. Ну, в общем, да, но там еще есть определенные формальные процедуры. Да. Есть определенные формальные процедуры. Значит, процедура заключается в том, что вот этот договор, который мы подписываем, должны ратифицировать все парламенты стран-членов. Референдум мы проводим еще один или нет? Вот, опять же, разные мнения. Многие говорят, что уже никакого референдума мы проводить не будем. Якобы этот референдум 2024 года вполне достаточен. И наши союзники примут этот референдум как волеизъявление. Не надо проводить референдум. Вот после 28 года, год, скорее всего, будет длиться эта ратификация. К 30 году как раз произойдет торжественная процедура приема Молдовы в Европейский Союз после соблюдения всех процедур. Так что я не вижу тут противоречий между датами. Это даты различных этапов в процессе вступления страны в Европейский Союз. Если к 30-му все закончится, и мы там окажемся, я всех просто искренне поздравлю и сам буду очень счастлив, что я не чаял живым застать эту дату. А тут вот такое происходит. Да. Ну, не нужно быть таким пессимистичным. Нет, я собираюсь долго жить. То есть, но в ближайшие десятилетия не представлялось такой перспективы. И вдруг вот мы, значит, в этом участвуем, это видим. Я благодарю вас за то, что вы были сегодня в программе. Напомню, что вы смотрели программу «Молдова. Европейский Союз» на информационном портале LoveMD. Сегодня мы с политическими аналитиками Алексеем Тулбери и Виктором Чебану говорили о европейской перспективе Молдовы в свете последних решений. Это открытие переговорного процесса всех кластеров и в том числе пакета финансовой помощи. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях.